Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Проблемы сохранения историко-культурного и природного наследия обсуждают в эти дни в Якутске на второй республиканской научно-практической конференции специалисты в этой области, краеведы и эксперты. Гость нашей студии – председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Совета по культуре при Президенте России, член Общественного совета при Министерстве культуры России Артем Демидов. Артем Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос будет таким. Не так давно президент страны Владимир Путин по итогам заседания Совета по культуре и искусству поручил проверить, как регионы исполняют полномочия по охране культурного наследия. В поручении, в частности, значилась проверка эффективности деятельности органов госвласти субъектов в сфере охраны объектов и при необходимости возможности изъятия, может быть, таких полномочий. Означает ли это, что регионы не справляются с возложенными функциями? Прежде всего, это означает, что десятилетний срок, который прошел с административной реформы, когда были переданы федеральные полномочия, это, наверное, срок показательный. За этот срок можно оценить, что было сделано правильно, а что, может быть, пошло не так. Дело не в том, что регионы не справляются, дело в том, что очень часто многие вопросы, имеющие, скажем так, федеральное, общенациональное значение, просто с точки зрения региона они могут быть не видны, непонятны, незаметны. Потому что часто региональные власти мыслят исключительно задачами, теми, которые понятны из региона, но, скажем, федеральные эксперты считают иначе. Вот я тогда на совете президенту приводил примеры Московской области, Томска, города Томска и города Боровска, Калужской области, где как раз вот назрела необходимость федерального вмешательства. Но, в принципе, такое, конечно, очень часто у нас случается по стране. Но в отличие от центральной России, которую вы упомянули, и даже сибирских городов, у нас в Якутии памятники истории и культуры в основной массе это деревянные постройки. Для того, чтобы их содержать и реставрировать, нужны особые подходы, учитывая, естественно, и климатические наши условия, и долгую зиму. Учитывается ли эта особенность при включении их в реестр объектов культурного наследия? Да, безусловно, это учитывается. И действительно необходимы отдельные особые подходы к сохранению объектов деревянного зодчества, но прежде всего потому, что дерево — это, в принципе, другой материал, не такой, как камень, да, это органика, она подвержена естественным процессам. И в этой связи, конечно, сохранение деревянного зодчества — это, скажем так, отдельное направление в науке, в реставрационной науке. Поэтому рецепта на сегодня такого однозначного, как сохранять деревянное наследие, его нет, потому что понятно, что если это объект уникальный, если его можно за государственный счет полностью содержать и разместить там музей, ну это идеальный вариант. А не идеальный вариант, когда это либо ценная городская застройка, в которой живут люди, к сожалению, в неподобающих условиях, да, их невозможно там, скажем, переселить, поскольку вложения в ремонт несопоставимы с затратами на расселение. Или там другой вариант, когда такие постройки находятся просто в населенных, ну точнее в населенных пунктах, в которых уже никто не живет. Это объекты брошенные. Поэтому здесь, на наш взгляд, кроме как увеличение существенного финансирования, организационных мер в отношении этих объектов, ну просто по-другому это не решить, эту задачу. Ну а какие самые острые проблемы в сфере охраны памятников истории и культуры волнуют вас как председателя Всероссийского общества? Спектр проблем очень большой, так тут в двух словах точно не скажешь. Да. Упомянуто нами деревянное зодчество, безусловно. Вопросы осуществления федеральных полномочий на местах, о которых мы сказали, тоже. Вопросы образования и вообще, скажем, передачи знаний, да, от опытного старшего поколения молодому поколению также бесспорно беспокоит. Но, вы знаете, все больше убеждаемся в том, что основная проблема заключается пожалуй, вот в чем. У нас задача сохранения наследия, скажем так, не обеспокоена, ну что ли, каждый гражданин страны. То есть вот в основном еще в этом проблема. Мы сегодня не в полной мере осознаем это как потребность каждого сохранять наследие. Поэтому я думаю, что у нас вот поле битвы, скажем так, оно еще и в сознании людей находится. То есть как можно, чем мы больше людей вовлечем в понимание ценности памятников, задачи их сохранения, тем больше общество будет требовать от власти.
соответственно, да, и будут происходить системные изменения. Вот это, пожалуй, самое главное. Проблема, над которой надо работать. Какие можно шаги предпринять, чтобы, скажем так, больше людей понимало всю значимость вот этого сохранения культурного наследия, исторического наследия? Ну, шаги все те же, они понятны. Это просветительская деятельность, да, то, что называется таким, может, немножко неловким словом, как популяризация наследия, максимальная работа со средствами массовой информации. Вот одним из, скажем, здесь таких моментов является развитие волонтерского добровольческого движения. В прошлом году в России был год добровольца, и под этим флагом очень много было объединено сообществ, которые в том числе своим примером показывают, как можно деятельно, активно относиться к сохранению наследия. А насколько активно в регионах вот это волонтерское движение ведет свою деятельность? Есть ли какие-то значимые, ощутимые результаты или яркие примеры такой деятельности? Да, примеров, конечно, очень много. У нас есть и собственные примеры. Мы в прошлом году 6 международных кампусов провели по привлечению волонтеров. Ну, скажем, в крепости Копорье Ленинградской области или в Рязанской области. Также очень активное движение Том Сойер Фест, это движение, когда люди красят фасады деревянных домов. Очень активно работает фонд «Общее дело», который сохраняет храмы русского севера. Могу привести еще несколько примеров, но вы знаете, пожалуй, что все эти замечательные единичные примеры по-прежнему не говорят нам о том, что это такое, что ли, вот прям повсеместный охват. И очень важно, что Министерство культуры вот по нашей инициативе до 2024 года в рамках национального проекта «Культура» будет выделять средства целевым образом по поддержке грантовой таких движений или создаваемых новых движений, что, как нам кажется, вот как раз может принести тот результат, о котором мы с вами говорили. Ну, ваш совет как эксперта: самые острые проблемы, они существуют, и какое внимание нужно обращать властям нашей республики в первую очередь, если вопрос все-таки касается охраны культурного и исторического наследия? Ну, я бы крайне советовал обратить внимание на наличие достаточности документации на памятнике и чтобы как можно меньше было объектов с пограничными и неопределенными статусами, потому что любые, ну, практически там 90% конфликтов с участием там застройщиков, которые что-то нарушают, общественников, которые чем-то недовольны, властей, которые совершают уже определенные ошибки, заключается в отсутствии просто документации, либо в неопределенном статусе таких зданий. То есть все, как правило, конфликты, сложности развиваются вокруг объектов культурного наследия, в которых не утверждены предметы охраны, не разработана соответствующая охранная документация, с объектами с неопределенным статусом, с выявленными памятниками, ну и так далее. Поэтому я бы рекомендовал властям направить средства на окончательное включение в реестр всех выявленных объектов сегодня, на разработку по всем памятникам документации, включая их предметы охраны, границы территории и так далее. Вот определенность, правовая определенность, она создаст устойчивые, скажем так, правила игры для всех. У нас в республике планируется включить 2 города, это Вилюйск и Алекминск, в число исторических поселений. Вот, что даст этот статус городу, что даст этот статус его жителям? Прежде всего, это даст возможность, это, скажем так, это некий градостроительный, даже можно так сказать, инструмент, благодаря которому городские региональные власти могут создать дополнительные требования к обеспечению сохранности зданий, планировки внутри исторического поселения, видовых раскрытий и так далее, панорам города. Почему это важно? Потому что только лишь законодательством об охране объектов культурного наследия мы не можем зарегулировать многие вопросы. Да, они, в общем-то, и не нуждаются в регулировании. Скажем, улица, состоящая из исторически ценных домов, не обязательно ее признавать объектом культурного наследия. Это наложит слишком большие обременения и ограничения для собственников этих домов. А в рамках исторического поселения можно задать параметры для собственников по габаритам кровли, там, цвету и так далее. Там большой набор есть. И тем самым собственнику не придется нанимать лицензированную организацию, проходить историко-культурную экспертизу сложную, ну и так далее. Но вид этого города будет сохраняться. Кроме того, наличие статуса исторического поселения вот после
соответствующих решений президента страны позволяет участвовать в специальных конкурсах на получение федерального финансирования на создание комфортной среды в этих городах, что, мне кажется, тоже немаловажно. Ну вот вы упомянули о законодательстве. Что-то новое появится в ближайшее время именно в законодательстве в сфере охраны объектов культурного наследия? Вот разрабатывается сейчас закон о культуре. Это своего рода будет конституция культурной деятельности, к которой относится ряд видов культурной деятельности, и музейной, библиотечной и так далее, деятельность творческих союзов. И культурное наследие тоже станет одним из видов культурной деятельности. Это очень важный законопроект. Пока он находится в стадии концепции, но работа ведется под руководством администрации президента России. Поэтому мы возлагаем на эту работу большие надежды, я тоже в ней участвую. Это что касается вот возможных позитивных перемен. Ну, есть, конечно, там и разные негативные тенденции. К сожалению, наше законодательство очень часто пересматривается, скажем, градостроительным законодательством, вносятся точечные изменения. И вот закон о культуре должен устранить это противоречие. Теперь нельзя будет внести изменения в культурное законодательство какими-то иными нормативными актами, только лишь актами, изменяющими само это законодательство. Вот. Ну, это в каком-то будущем только нам. Ну и в завершении нашей беседы ваши впечатления о нашем городе, что уже удалось посмотреть, что было интересно? Ну, я здесь всего полдня. Удалось посмотреть сохранившиеся кварталы второй охранной зоны, где есть вот те самые сложные объекты деревянного зодчества. Посмотрели мы Якутский острог. Ну, впереди еще 2 дня, я думаю, что составлю более полное впечатление. Вот. А так, конечно, это интересный город. Вот. И даже 34-градусные морозы ночные, да, и утренние не мешают им наслаждаться. Большое спасибо вам за беседу, за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я желаю вам успехов в вашей работе. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». О проблемах сохранения историко-культурного и природного наследия мы сегодня разговаривали с гостем нашей студии Артемом Демидовым. Я желаю вам удачи и до встречи в эфире.